Фашаран течише ждахтама медицинонар кашт камасова удонынамаз авчада навас парадай маджи. Карантина хагдай иштадама намасташи минер ташада спора авдадай маджи. Сагати рештон ананиждинат каккана министр Годжисата Тамерлан разерта ранчентанарта касуаварышты уйтыхай. В клинической больнице скорой помощи находится 160 пациентов. За сутки поступление составило 30 человек, из которых из 160 пациентов 79 находятся в корпусе для COVID-19. Из этого же числа 7 пациентов с подтвержденным референс-центром COVID-19. На искусственной вентиляции легких находится 7 пациентов, не подтвержденных референс-центром. В Республиканской клинической детской больнице находится 6 детей, плюс 1 мама с подтвержденным ковидом. 2 детей было выписано, остальные с внебольничной пневмонией. Те пациенты, которые находятся в больнице, состояние у них в средней тяжести, в большей части это средней тяжести. Те, которые находятся на искусственной вентиляции, у них тяжелое состояние. Есть 2 со стабильно тяжелым состоянием. Те пациенты, которые уже давно находятся на ИВЛ и под наблюдением. Оставшиеся пациенты, те, которые у нас подтверждены референс-центром под домашним наблюдением, самочувствие у них удовлетворительное. Большая часть, и вчера мы говорили, и позавчера в динамике не отмечается никаких ухудшений. Оставшиеся пациенты, которые прибывают, и вчера, допустим, были пациенты, которые прибыли, тоже и анализы, которые были забор осуществлен, также находится один пациент был госпитализирован, оставшиеся другие находятся под домашним наблюдением. На ИВЛ 7 человек, все 7, если они на ИВЛ, это состояние тяжелое. Просто 2 из них достаточно долго уже находятся на ИВЛ, поэтому состояние такое стабильно тяжелое. Это возрастные пациенты. Да, есть такое, что федеральные медицинские клиники могут и будут принимать участие в развертывании инфекционных госпиталей. Но это опять-таки на усмотрение самого субъекта. Поэтому мы пока определяем, чтобы в данной клинике, в федеральном Бесланском центре, проводились наши лечения в экстренном порядке жителей республики.